и Мирнинского районов. Так уж получилось, что в заключительной игре нашего турнира именно эти команды будут оспаривать золото чемпионата. Вместе с вами эту игру будут смотреть я, Власий Сергеев, и директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисамуддинов. Здравствуйте. Ну что ж, и пока у нас есть время, давайте перейдем к составам играющих команд. Начнем с команды Мирнинского района. 71-й Денис Соловьев, 77-й Сергей Коваленко, 68-й Юрий Туренко, 8-й Вадим Попов, 99-й Дмитрий Наместников, 70-й Сергей Нечаев, Никита Белов, 24-й Владимир Паутов, 42-й Алексей Царегородцев, 61-й Петр Кузьменко, 11-й Алексей Самойлов, 55-й Александр Ватолин, 87-й Геннадий Некрасов, Алексей Гришин и 19-й номер Дмитрий Семенов, главный тренер команды Владимир Комлев. Итак, у нас сейчас состав. Сейчас мы объявили Самойлова, но на самом деле Самойлов получил матч-штраф в прошлом матче и сегодня не будет участвовать. И команда города Якутска. 20-й номер Генрих Рыданых, первый номер Дмитрий Макаров, вратари команды. Руслан Исхаков, 5-й номер, 58-й Эдуард Дроздов, 56-й Никита Неведомский, 15-й номер Андрей Плахин, 17-й Ярослав Васильев, 75-й Михаил Тумигин, 12-й Сергей Третьяков, 90-й Никита Дружинин, 14-й Яков Сандаков, 19-й Денис Чудинов, 77-й номер Вадим Цикунов и 16-й номер Дмитрий Ефремов. Главный тренер Константин Фаткулин. Ну, если сейчас смотреть на турнирную таблицу первой лиги, как Якутск, так и сборная Мирнинского района имеет по 6 набранных очков в предыдущих двух встречах. Якутск забил 30 шайб, при этом пропустил 8. Что касается Мирнинского района, в их активе 22 результативных броска при 6 пропущенных шайбах. Ну что ж, главная игра чемпионата. Главная игра, да. И последнее, мы напомним, два чемпионата и спартакиада зимних видов спорта. Команда Мирнинского района становилась второй. Якутск был первый. Серьезная борьба впереди. Интересный захватывающий матч будет. Трибуны полные зрителей. Все любители хоккея собрались. Близкие, родственники. Команду Мирнинского района поддерживают работники компании «Алроса». Сегодня филиал «Алроса» здесь присутствует на трибунах. И приветствие команд. Выходят команды на лед, и в скором времени начнется игра за первое место нашего чемпионата. Сегодня капитаны команд Исхаков Руслан и Нечаев Сергей. Ранее мы посмотрели игру между Якбором и Нерюнгринским районом. Эта игра стартовала в 12:30 и завершилась эта встреча со счетом 3-8 в пользу Нерюнгринского района. Нерюнгринцы стали первыми призерами нашего чемпионата. Они удостоились бронзовых медалей. И сейчас мы узнаем, кто же займет первое, а кто второе место нашего чемпионата. Бригада судей сегодня: Андрей Чернышов, город Новосибирск, Евгений Калинин, Якутск, и Манаев Илья, Якутск. Все готово для начала матча. На льду стартовые пятерки: Третьяков, Васильев, Тумигин, Исхаков, Дроздов, команда Якутска, и команде Мирнинского района Нечаев, Наместников Дмитрий, так, Геннадий Некрасов, вот Вадим Попов, 88-й номер.
и Александр Ватолин. Атакуют. Пытались начать атаку сборная Якутска, но вот уже бросок в створ ворот Якутска был. Проброс. Вбрасывание в зоне сборной города Якутска. Ну что ж, это принципиальное тоже противостояние, да, Якутска с Мирнинским районом. В любых соревнованиях это, конечно, всегда очень интересно. Владимир Тагирович, вот ваши личные ожидания от этой встречи? Я, конечно, ожидаю победы города Якутска, но говорю, что Мирнинский район приехал лучшим своим составом, поэтому борьба будет серьезная. Вот уже произошла смена по ходу. На льду появились Денис Чудинов, Никита Дружинин, Сандаков Яков. Вот Яков Сандаков. Шайбой и Искаков атакует ворота. Шайба сорвалась. Денис Чудинов. Нечаев Сергей до сих пор на площадке, но дает замениться своим партнером и сам покидает площадку. В сегодняшнем матче вот Семенов Дмитрий сразу во второй же смене вышел, если его на прошлых играх придерживали маленько, но сейчас он появился. И также на лед должен выйти пропустивший прошлую игру Туренко Юрий. Цепунов Вадим шайбой. Падение. И Мирнинский коллектив в атаке. Плахин Андрей, Денис Чудинов играют в защите. И Генрих останавливает игру. Ну и вот силовой прием на повторе. На льду у Мирного Паутов Владимир, Царегородцев Алексей, Семенов Дмитрий, Соловьев Денис. И удаление. Да, удаление, по всей видимости, будет. За подножку на скамейку отправляется Руслан Исхаков. Да, Руслан Исхаков на скамейке штрафников, и 2 минуты Якутск будет играть в меньшинстве. На льду первые звенья. Точнее, у Якутска 4 игрока с первого звена. Сергей Нечаев закатывается, набирает скорость, обыгрывает одного игрока. Удается выбросить шайбу игрокам Якутска. На льду появился Сандаков Яков. Опасная ситуация. Пока справляются игроки. Дроздов Эдуард в борьбе. Затяжная атака мирнинцев. Позиционно атакуют. Да. Сели в зоне. Сейчас пытаются с острого угла. Нечаев бросал. Генрих перекрыл эту сторону. И шайба выброшена. Замена по ходу игры. И атакуют мирнинцы в очередной раз. Василий Ярослав пытается. У Мирного тоже проходит смена.
2 минуты за выброс шайбы. Сандаков Яков отправился на скамейку штрафников. Втроем 26 секунд будут сейчас играть игроки Якутска. И на льду Дружинин, Третьяков и Плахин. А у Мирного первое звено. Вбрасывание. Удается выбросить сразу шайбу. Тяжело, конечно, сейчас будет столичным хоккеистам. 10 секунд до выхода из Хакова. Хорошая перепасовка. И Мирнинский район открывает счет этой встречи. И команда Якутска будет играть в полном составе, так как игрок успел выйти. Четвертый и вот пятый выходит после заброшенной шайбы. Сергей Нечаев принимает поздравления своих партнеров. Счет открыт, дорогие друзья. 1-0. Мирнинский район впереди. И Якутск в полном составе сейчас будет играть. Ну и вот повтор этой голевой атаки. Да, здорово все, конечно, разыграли. Сергей Нечаев здорово вышел на эту позицию. Ну и тут, как ни старался Генрих Рыданных, шайба оказалась в сетке столичной команды. Да, ну вот сейчас вопросы были по поводу того, что уже пятерка на льду, но игрок, штрафное время закончилось, у четвертого игрока он успел выйти, и в этот момент забили гол, и, соответственно, пятый тоже выходит после заброшенной шайбы, так как на льду уже четверо находилось. Еще одна атака мирнинской команды. Денис Чудинов с шайбой проходит по краю. И сейчас будет длинная передача, да. Плахин Андрей вступает в борьбу. Сергей Нечаев с шайбой. Опасно у ворот Якутска. Никита Дружинин с шайбой. Вне игры. И сейчас игрокам Якутска немного нужно успокоиться. И вот сейчас полные составы вышли. Полная первая пятерочка. Вбрасывание выигрывают столичные хоккеисты. Вбрасывают в зону, но не удается завладеть. Нет, завладели шайбой. Нет, выброс шайбочки. Проброс. Вбрасывание будет в зоне мирнинской команды. Вбрасывание выигрывает хоккеисты Якутска. Сразу бросок. Ярослав Васильев боролся за шайбу. Тумигин Миша шайбу отдает на Третьякова Сергея. Атака продолжается. Бросок. Тумигин с шайбой, Третьяков. И придавили сейчас. И гол. Гол. Третьяков. 1-1. Передача Третьякова Сергея. Тумигин Михаил открывает счет команды города Якутска. Счет 1-1. Михаил Тумигин на ваших телеэкранах. Именно после его броска счет у нас сравнялся 1-1. Михаил
сейчас проживает на территории Мирнинского района, тренирует детей, но прописан в городе Якутске. И вот тренируется как раз и в Чернышевске, и в Мирном. И хорошо знает своих соперников. Может быть, это помогло ему отличиться. Знает слабые стороны. Вбрасывают шайбу в зону якутска мирнинские хоккеисты. И Цикунов Вадим. 1 в 1 выходит. Бросок с острого угла. Белов на месте. Белов Никита. Ну, нас ждет интересный матч. Да, это, конечно же, так. Мы сейчас видим, да, то, что равновесие у нас и в счете. 6,5 минут сыграно первого периода. Счет 1-1. И атаки. Вот как перехват такой хороший был в исполнении Нечаева. Шайба у Плахина. Потеря. Обворовывает его Нечаев. Бросает поворотом. Так, Цикунов Вадим. Побежали Сандаков вперед. Яков. Бросок. Шайба выходит за пределы площадки. Полный Ледовый дворец сейчас. Трибуны полностью заняты. Конечно, к этой игре большой интерес у жителей Якутска и республики. Все команды второй лиги присутствуют на трибуне. Также команда Нерюнгри и Екбора. Вот Василий Ярослав устремляется к воротам. Бросает. К сожалению, не попадает в створ ворот. Исхаков Руслан ошибается немного, но борется. Шайба остается у игроков Якутска. И Тумигин, Васильев. Нет. Дроздов устремился к шайбе. Передача на Васильева. Исхаков. Будет бросать? Нет. Есть бросок. Разряжает. Тумигин бросал поворотом, но на месте Никита Белов. Ну вот видим на повторе, как в предыдущем эпизоде Никита Белов несколько раз выручил свою команду. Вбрасывание в зоне Мирнинской сборной выигрывают хоккеисты Якутска. Цикунов Вадим устремляется к шайбе, завладел шайбой. Так. Передвижение по площадке, набрасывает. И Яков Сандаков поправлял шайбу. В принципе, сейчас поинтереснее выглядит команда Якутска. Если им удастся удержать такой темп, то я думаю, что результат не заставит себя ждать. Неточная передача. И тут же контратака. Нечаев Сергей. Бросок. У Сергея хороший кистевой бросок. Мощный щелчок. Так, Яков с шайбой. Набирает скорость. Сам решил входить в зону. С Дружининым перепасанулись. И отдает пас. И на Цикунова. И шайба уходит от касания Вадима. Уходит за пределы площадки. Смена в составе обеих команд. На льду первое звено якутской команды. И второе звено команды Мирного. Вновь вбрасывание выиграли хоккеисты Якутска. Васильев теряет шайбу. Хорошие скорости. Я думаю, телезрителям такой хоккей интересен. Тумигин.
Отыгрывает центр. Партнеров не оказалось. Руслан Исхаков с шайбой. Ищет партнера. Мигин Михаил. Вбрасывает шайбу. Неудачно. И тут же Ответ мирнинцев. ответ мирнинцев. Атака. Точная передача и бросок в касание. Васильев с шайбой. Отличный дриблинг. Оттягивает, ищет партнера, отыгрывает на Третьякова и бросок. Мощный бросок. И смена у нас проходит. Трибуны поддерживают активно свои команды. И побежали мирнинцы вперед. Денис Чудинов с шайбой. Цикунов Вадим. Передача на Плахина. Чудинов. Ошибаются с передачей. Нечаев Сергей в зоне Якутска. Хорошая передача. Опасно сейчас может получиться. Есть свободная зона, бросок. И опасно на пятаке игроки. И вот, пожалуйста, результат. Оставили крайнего нападающего без опеки. И заброшенная шайба в исполнении Александра Ватолина. Ну, мирнинцы вновь выходят вперед. 2-1. С нескольких попыток все-таки отправили шайбу в ворота Якутска. Так, смотрим повтор. Шайба за воротами. Генрих переместился. Здесь бросок отбивает. И от борта шайба отскакивает на Ватолина. И он свободно забросил. Ватолин вновь с шайбой. Восемь минут и 40 секунд остается играть в первом периоде. 2-1. Нет удаления. Никита Дружинин, не игры. Заехал Дроздов Эдуард. Ну что ж, очень напряженная встреча у нас проходит. Хорошие скорости демонстрируют команды. Мирнинцы в атаке. Прострельная передача. Ни до кого не доходит. Перехват. Мы посмотрим, что Якутск придумает. Борется Вадим Цикунов за шайбу. Так, выдернули шайбочку. И бросок. И с отскока набрасывает Денис Чудинов. Шайба Вадима Цикунова. Сандаков борется.
Сергей Нечаев. Начали атаку мирнинцы. Перехват в средней зоне и Третьяков. мощный бросок Третьякова. С отскока добивает. Сергей Третьяков на ваших телеэкранах только что он атаковал ворота мирнинцев. Семь минут осталось. Мирнинцы в атаке. Успешно Якутск обороняется. Васильев шайбой. Отдает на Третьякова, но не точно. Борьба за шайбу в углу площадки. И вот он, Ярослав Васильев, грамотно обыгрывает и забивает шайбу в ворота. Как же здорово переиграл вратаря, да? Красиво. Никуда не торопился. Дернул вправо, влево, уложил и под вратарем пропустить успел. Сейчас будет повтор. Ярослав. Вот на трибуне мама Ярослава находится, всегда приходит на его матчи, волнуется. Вот отыграл шайбу, положил и спокойно, уверенно забросил. Еще раз смотрим повтор. Как же красиво разобрался. Красавчик. Мастерски, мастерски. Ярослав Васильев. Благодаря его игры. Вбрасывание в средней зоне. Сергей Нечаев. Ну, вся игра у Мирного через Сергея, да, он грамотный распасовщик, очень настырный, настоящий капитан, очень грамотный на льду, скоростной. И сейф в исполнении Генриха. Данных. Отвел угрозу в этом эпизоде Генрих. Игра продолжается. Шайба у Ярослава. Сохранили шайбу хоккеисты Якутска. Хорошая перепасовка мирнинцев. Атака идет левым флангом. Шайба у Тумигина Михаила. Передача на Васильева. Опять у Тумигина. Так, теряет шайбу. И бросок. Мощный бросок. Шайба на сетке ворот с обратной стороны. Денис Соловьев на ваших телеэкранах только что был. Мощный бросок получился, да? На льду вторые пятерки. И у Мирного, и у Якутска.
Вбрасывание выносится в среднюю зону. На вбрасывание Яков Сандаков и Соловьев Денис. Шайба у Плахина. Ищет Андрей партнера. Яков с шайбой. Широко обыграл. И подножка. Удаление в составе мирнинской команды. И отправляется на скамейку Дмитрий Семенов. 2 минуты мирнинцы проведут в меньшинстве, а до конца периода у нас 4 минуты и 11 секунд. Дмитрию Семенову еще 18 лет только, вернее, хотел сказать. Ему исполнилось 19, в этом году исполнится 19 лет. В прошлом году он окончил школу. Не получается передача у Якова. Дружинин с шайбой. Сандаков. Хорошая Ой, передача. Чуть-чуть не прошла. Хотели покрасивее. И с пятака не получилось забить. Сломана клюшка ногой. Так играет Яков Сандаков. Теперь шайба у Цыкунова Вадима. Передача на Дружинина. Цыкунов с шайбой. Сандаков перепасовывается с Цыкуновым. И сейчас, думаю, будет бросок. Да, накидывает на ворота Дружинин Никита. Так, шайба в средней зоне перехвачена. И начинают новую атаку хоккеисты Якутска. Произошла замена. На льду Васильев, Тумигин, Дроздов, Исхаков и Третьяков Сергей. Шайба у Тумигина. Бросок. Мощный бросок. Хорошая возможность. Да, и прямо во вратаря. Хотя вот с нашей позиции было отлично видно, что правая сторона ворот была открыта полностью, да. Мощным броском травмировали Сергея Нечаева, но я думаю, что несерьезная травма. Он сейчас сел на скамейку запасных. Врача не зовет. 4 игрока у Мирного на льду. Осталось 31 секунду им продержаться. После чего в полном составе будут играть мирнинцы. Продолжается атака якутян. И мощный бросок. Белов на месте. Далеко вышел из ворот. Тут, может быть, нужно было сыграть обратку защитникам, так как вратарь уже ждал бросок и выкатился метра на 2,5, на 2 от ворот. Выбрасывание в зоне мирнинцев. Выбрасывание. Шайба у Руслана Искакова. Тумигин Михаил. Васильев. Хорошая Дроздов, возможность. бросок и отскок шайбы. И активно играет Васильев. Не попадает в ворота. Шайба у Тумигина. Васильев. Завязали тут Михаила. Не получилось поправить шайбу. Исхаков с шайбой. Все, мирнинская команда в полном составе. И длинная передача. И Ватолин Александр пытался. Нечаев с шайбой. Третьяков с шайбой. Шайба у Плахина Андрея. Андрей раскатывается. Передача на Дружинина. Дружинин входит в зону.
проходит в угол площадки, за ворота, отдает на защитника. И мощный бросок не получился. Так, попадает в лицо Сандакову Якову. Клюшкой 77 номер команды Мирного. Сандаков площадку покинул. Сандаков покинул площадку. Под визор пером клюшки. Не заметил этот момент главный судья. — 58 секунд до конца первого периода. И шайба выходит из зоны. Стремляется к ней. Шайба вылетела на трибуну. Смена у нас проходит. Итак, 52 секунды до конца периода. Счет 2-2. Активно поддерживают болельщики команду Якутска. На трибуне появился барабан. Так, Нечаев Сергей. Передача на Наместникова. Сандаков выбрасывает шайбу из зоны. Проброс. Выбрасывание будет в зоне команды Якутска. Наместников Дмитрий. Шайбой потеряли игроки шайбочку. Так, и 23 секунды до конца. Проброс. Смена. На льду Васильев, Тумигин, Третьяков и защитники Дроздов и Исхаков. Активно поддерживают болельщики. Сбрасывание в зоне Мирного. 19 секунд до конца периода. Бросок. Бросок и шайба вышла из зоны. 10 секунд, но уже, наверное, не будут даже пытаться игроки Якутска. Бросок выполняет Васильев Ярослав, и команды уходят в раздевалку. Напряженная игра, как мы и ожидали, да? 2-2 с переменным успехом проходит. Да, действительно, упорная борьба у нас идет в матче за золото турнира. Ну и сейчас у нас есть возможность посмотреть результативные действия команд. Это у нас первая шайба. На счету Сергея Нечаева. Здорово тут все разыграли мирнинцы. И Сергей Нечаев открыл счет. Нечаев. Так, и вот игра в зоне Мирного. И Михаил здесь Тумигин. Михаил Тумигин вовремя оказался на пятачке и активно поработал. Забросил шайбу, открыв счет. В этом эпизоде мы видим, как мирнинцы вновь выходят Два вперед. прострела за ворота и на отскоке. Вот из-за ворот вылетает шайба и ее добивает. Александр Ватолин. Ватолина, да, оставили на пятаке, и он забил. И вот Васильев Ярослав исполняет красивейший гол. Хладнокровно поработал, знал, что опасно на пятаке находиться. И вот в него тут же влетает хоккеист уже после броска. Ну, пожалуй, самая красивая шайба пока что у нас Да. в этой встрече. Вот сейв Генриха.
Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, по итогам первого периода у нас ничья 2-2. Мы продолжим через 13 минут. Не переключайтесь. Привет, друзья! Сегодня у меня по плану путешествие в газовый центр Якутии, колыбель Хамуса, землю аномальных явлений и якутских пустынь. В общем, Вилюйский район ждет нас. Загадочный и туманный Вилюйск не так прост, как кажется на первый взгляд. Люди сюда едут за ягоды, рыбой и дичью, не подозревая, что это настоящий рай для туристов. Огромнейшие поля, волшебные озера и даже своя собственная пустыня. А может, здесь и находится знаменитая якутская долина смерти? Я решила проверить эту версию и устроила свою экспедицию в самые дебри тайги. Ведь Вилюйский район – это место для тех, кто смело идет к своей цели. Наш путь к долине смерти я начала с Вилюйска. Отмечу сразу, что Вилюйск – это город, не село или поселок городского типа, а город с историей, давно перевалившей за 300 лет. Как только ступаешь на эту землю, поражаешься огромным просторным улицам и все еще сохранившимся старым постройкам и памятникам. Здесь их огромное множество. Ведь Вилюйск называют городом-памятником. Архитектурные изваяния стоят чуть ли не на каждом углу. Вот один, второй, третий, четвертый. Думаю, вы поняли. Знакомьтесь, это священный Вилюй. Он символизирует великую реку Вилюй, на правом притоке которой и построен город. А основали его казаки в 1634 году. Правда, при правлении Екатерины II его называли Оленск. Ну, в то время была вообще большая чехарда с названиями. Но уже в 1783 году Вилюйск получил статус города. И после этого понеслось. В 19 веке сюда частенько ссылали неверных взглядом государства. Сам Чернышевский провел здесь 11 лет. Только представьте, 11 лет и 7 месяцев. Здесь родились первый якутский композитор Марк Жирков. Тот, кто боролся за автономность Якутии, Степан Ржаков. Сохранился памятник Ленину. А еще здесь зафиксировано больше сотни матерей-героинь. Это уже без комментариев. Самой необычной страницей истории района является приезд в Вилюйск в XIX веке английской сестры милосердия Кэт Марсден. Она прибыла сюда специально, чтобы найти поселение прокаженных и помочь им. В XIX веке люди считали проказу не только заразным заболеванием, но и проклятием. Заболевшие навсегда изгонялись в лесную глушь, где влачили жалкое существование. Кэт решила найти якутских прокаженных и помочь им. На путь из Москвы до Вилюйска у нее ушло полгода. У меня в голове не укладывается, как вообще эта хрупкая женщина, говорящая только на французском языке, смогла добраться до этих земель и не просто помочь, а открыть в 1892 году колонию для прокаженных на месте нынешней деревни Сосновка. Здесь до сих пор стоит памятник смелой и решительной Кэт Марсден.
А газовым сердцем Якутии называют поселок Кысыл-Сыр. Здесь установлен памятник этому важному для нашего региона полезному ископаемому. Вилюйский газ сегодня практически в каждом доме. Он обслуживает весь регион. Но и это не все. Вилюйский район называют колыбелью хомуса. Родина известных мастеров-хомусистов, село Хампа. Но я решила насладиться виртуозной игрой вилюйчан в самом городе. Местные не только сохранили старинные традиции игры на хомусе, но и разработали технологию изготовления этого музыкального инструмента холодной ковкой, а также возродили двухязычковый хомус. Если вы хотите узнать о районе еще больше, то обязательно забегите в Краеведческий музей. Здесь собрали все под одной крышей. Битый час гуляю по Вилюйску, и ни молодежи, ни мужчин. А знаете почему? Потому что сенокос. Известно местному населению задолго до прихода русских. По описанию Серошевского, косцы размахивали косой над головой, затем, нагибаясь, концом железа подрезали полукругом траву перед собой. Они ее просто срубали, а не косили. Сейчас все решает техника. И что? Ой, у меня... Здесь? Фу, все. Я ничего не сломала, я никому не должна денег. Все живы, ноги целы. Значит, сенокос прошел удачно. Как мне объяснили, скошенную траву оставляют лежать на поляне, чтобы она подсохла в течение дня или даже больше. Дальше граблями ее собирают в небольшие копны. Так, я даже не представляю, как вообще целый день, а? Поднимай, опускай, кучки создавай. Важно правильно утрамбовать траву, чтобы она потом не рассыпалась, когда мы будем ее насаживать на вилы. Еще одна нелегкая задача. Молочка бы парного. Остатки сена собирает трактор. Главное оставить после себя чистейшее поле. Тогда работа выполнена. Это самая легкая работа на сенокосе. Едешь, никакой машкары. Поднимай, опускай. Наслаждайся жизнью. Осталось наше заготовленное сено отвезти на сушку, подальше от коров и лошадей. Можно зимовать. Я заглянула в люксовый гостевой домик семьи Пахомовых. Место знаменитое хотя бы потому, что здесь останавливались российские космонавты и лично глава Якутии. За 2 с лишним тысячи мне достался вип-номер с личным душем и огромной кроватью. Ни комаров, ни шума, ни дыма, еще и завтрак с ужином. Ну чем не рай? День, конечно, был интересный, насыщенный, но я устала. Не знаю вообще, смогу ли заснуть после этих рассказов. Попытаюсь. Ночью мне приснилось много-много рыбы, щеки, окунь, ельцы. Надо с ней познакомиться поближе. Где ловить рыбу, как ни на одном из богатейших озер Вилюйска? Чтобы добраться до такого места, мне нужен настоящий железный конь. Вот этот малыш подходит. Вездеход на шинах сверхнизкого давления может не только ехать, но даже плыть. В запасе у моего трекала мощная электролебедка, автоматизированная система подкачки колес и даже подогрев сидений. Теперь мне и море по колено, и горы по плечу.
А направляемся мы к непростому месту – озеру Сарданох, или по-русски Щучьему озеру. Оно славится своей волшебной водой, способной вылечить любые кожные заболевания. У меня был случай, когда вот это сын мой, уже больше года было, он не ходил, диабет большой был. Мы с женой так, ну, как сказать, до 2-3 часов я смотрел, ухаживал за сыном, потом на работу же мне надо было, а потом после жена. Это дети там, сколько там таблеток, уколов там не помогало. Ну, вот это. Пришли сюда, набрали воду на тракторе туда. Не такая дорога была, привезли воду где-то в бидончике, где-то в 30 копейки. Ага. И через неделю начал ходить, и пропало, и белым стал. Жители ближайших деревень не любят распространяться об озере туристам, чтобы не испортили место. Поэтому найти его очень сложно. Не каждому везет выехать к верной дороге. Повезет ли мне? Степан Романович, далеко ли? Как сама? Нет, вот такой местности она была. Вот такой, как раз. Закончился перерыв, и мы готовы к просмотру второго периода. У нас по итогам первого отрезка игры в матче за золото между командами сборной Якутска и Мирнинского района. Ничья со счетом 2-2. И вот у нас есть возможность вспомнить взятие ворот. Счет открыли мирнинские хоккеисты. Сергей Нечаев провел результативный бросок. Вот как раз мы имеем возможность видеть, как капитан мирнинской команды открывает счет. Затем у нас счет был сравнен благодаря стараниям Михаила Тумигина. С отскоком от штанги шайба пересекла линию. Затем мирнинские хоккеисты вновь вышли вперед. На сей раз шайбу в свой актив записал Александр Ватолин. Ну и счет сравнял Ярослав Васильев. Безумно просто очень красивая шайба. Пока что это самая красивая шайба в этой встрече. Ну что ж, у нас второй период начинается. Вбрасывание выигрывают хоккеисты столичной команды. Напоминаем вам, дорогие друзья, то, что по итогам этого матча будет выявлен победитель чемпионата. У обеих команд сейчас в активе по 6 очков. И победитель этой встречи зайдет на первую ступень пьедестала. Васильев Ярослав с шайбой. Передача на Тумигина. Михаил потерял шайбочку, но шайба у Ерика. Ярослава Васильева. Хороший момент. Хороший момент. И нет, не заходит шайба в ворота. Ворота сдвинули. Активно начали период хоккеисты сборной команды Якутска. И чуть было не вышли вперед. Да, впервые в этой игре могли выйти вперед хоккеисты Якутска. Но вот тут промахнулся Ярослав чуть-чуть. Встретил Эдуард Дроздов Ватолина Александра силовым приемом. Шайба у Тумигина. Дроздов. Наместников на него накатывается. Пожестче начали играть мирнинцы.
Третьяков. И нарушение правил. Удаление будет в составе. Ватолин Александр выставил ногу. И в большинстве будет играть команда города Якутска. Ватолин отправляется на скамейку штрафников. Команда Якутска произвела замену, а мирнинцы решили остаться прежним составом. Выбрасывает шайбу из зоны. Дружинин с шайбой. Чудинов. Выбрасывает шайбу мирницы. Шайба у Дружинина. Раскатываются игроки. Цикунов. Сандаков. Дружинин входит в зону. Чудинов. Чудинов. И на выброс играют мирницы. Денис с шайбой. Минута осталось играть Передача на Васильева. в меньшинстве мирнинцам. Ярослав с шайбой. Откидывает на Дениса. Передача. Поправляет Ярослав. Шайба уходит за пределы площадки. Бросание в средней зоне. По-прежнему ничья 2-2. И стоит отметить то, что у нас встречаются в этой игре самые забивные команды чемпионата. В данный момент в активе Якутска 32 забитые шайбы, а у мирнинского коллектива 24. Шайба у Васильева. На Дроздова не доходит. И точно. Исхаков с шайбой. Исхаков набирает скорость, ищет партнеров по команде. Опять не удается сыграть в зоне. Ярослав просочился между двумя игроками, отдает на Тумигина. Васильев за воротами, ищет партнера. Неточная передача. Исхаков. Исхаков на Тумигина. Тумигин уложил игрока. Васильеву. Исхаков шайбой. И бросок. Бросок. И на пятаке не справляется Михаил Тумигин. И потеря шайбы. И команда Мирного играет в полном составе. Проброс. Бросание в зоне мирнинской команды. Вот здесь Михаил не справился с приемом шайбы. Хорошая возможность была. Паутов Владимир в атаке. В углу площадки играет. Теряет шайбу. Плахин Андрей с шайбой. Передача на Сандакова. Входит в зону. Оттаскивает шайбу. И с острого угла выполняет бросок. Так, шайба у Дружинина. Никита закатывается за ворота. Первое звено у Мирного на льду. И Сергей Нечаев с шайбой. Теряет шайбу. Сандаков играет рукой. И длинная передача на Цикунова. Доходит шайба. Шайба у Дружинина. Никита в одиночку обыгрывает и теряет шайбу. Да, к сожалению, не оказалось рядом сокомандников. И Никита Дружинин сам попытался завершить эту атаку.
Вбрасывание будет в зоне мирнинской команды. Итак, у нас вбрасывание состоялось. Мирнинский район начинает свою атаку. Левым флангом пытались выйти мирнинцы, не получилось. Мощно встретил Третьяков Нечаева. И вот ответка от Попова. Исхаков перекрывает передачу. И какая борьба у нас началась, да, на льду. Да. Исхаков. Исхаков. Руслан прошел, оставляет на пятак. И опасно! Шайба между ног у вратаря. Остановка. Хороший момент. Организовали столичные хоккеисты. Замена в обоих командах. Сейчас очень жесткая игра была с обоих сторон. В силовую активно поиграли и мирнинцы, и представители сборной города Якутска. Сандаков Яков. Дружинин Никита. Передача на Плахина. Плахин бросок. Накидывает на ворота. Шайба не попадает в створ ворот. Сандаков активно. Дружинин накатился. В уголочке отыграл на Якова. И не доходит шайба до Дениса Чудинова. Яков с шайбой. Финтит и теряет шайбу. Чудинов, Дружинин. Жестко травмирован Никита Дружинин. По-моему, коньком ему в голень попало с обратной стороны. Сейчас на повторе мы увидим. Вот, врезается и коньком вот попадает задней стороной в бедро. Получается, или нет, заднюю ногу вообще-то, да? Да, мне кажется, то, что сейчас Никита держался за левую ногу. Да, левую ногу. Да. Встал, но я думаю, что сейчас сядет на заменку. Играть сразу не сможет. Будем надеяться, что травма несерьезная. Да, и по всей видимости Никита Дружинин это садится на замену. Ну что ж, Вбрасывание это в средней зоне. игра за золото, принципиальное противостояние. Конечно, будет еще много борьбы. Бросок. И что тут у нас? Судя по всему, да, все-таки... Шайба залетела случайно от своего же игрока. Да, вот как резко все поменялось, да? Мирнинские хоккеисты вновь уже в третий раз по ходу этой встречи выходят вперед. И результативный удар. Геннадий Некрасов. Повтор покажут нам. Очень интересный Вот она эпизод. вывалилась сзади. Шайбочка принимает. И от нашего же игрока вот между ног сейчас выкатилась и зашла. Да, Геннадий Некрасов принимает поздравления. Выводит он свою команду вперед. 3-2. Потихоньку приближаемся мы к экватору второго периода. И мирнинская команда впереди. Якутска решила воспользоваться видеопросмотром.
Ну и сейчас судейский корпус озвучит свое решение в скором времени. Ну, был свисток или нет, непонятно, да? После свистка шайба закатилась или до свистка? Ну, сейчас судьи озвучат свое решение, после чего наша игра будет возобновлена. Впереди у нас еще 13,5 минут второго периода. Генрих Рыданых на ваших телеэкранах. Как и мы все, ожидает решения арбитров. Ну что ж, немножко затянулась у нас пауза, и давайте... Вот у нас повтор этого момента. Ну, видим, да, от своего же игрока шайба отскочила, угодила в домик и выкатилась. И видим то, что шайба пересекла линию ворот. И, как сказал Владимир Тагирович, у нас этот вопрос: произошло это до свистка или же после. Ну, пока на табло 2-2. Посмотрим, что решат судьи. Ну, напряженная, да, у нас ситуация. Игра идет Сама игра также напряженная, ведь у нас оспариваются золотые медали чемпионата. Вот режиссер телетрансляции нам предлагает еще раз посмотреть на этот спорный эпизод. Да, получается, от Ярослава Васильева шайба попала в ворота. Ну вот обзор с другого ракурса. Ну а пока судьи принимают решение, давайте мы все-таки защита на взятие ворот. 3-2. Мирнинская команда выходит вперед. Шесть с половиной минут сыграно во втором периоде. Шайбу запустил номер 99, команда. Вперед идет Тумигин шайбой. Нет, теряет Миша шайбу. Третьяков. Не получилось сделать точную прострельную передачу. Здорово. Играть. Васильев. Исхаков. Ой-ой-ой. Жесткая атака.
Наместников Дмитрий жестко встретил Руслана Исхакова. Ну вот видим на повторе, Исхаков идет вперед. Да, жестко. И Дмитрий Наместников отправляется на скамейку штрафников. 2 минуты мирнинская команда проведет в меньшинстве. Никита Дружинин перекрыл борт. Выкатывается, отдает передачу на Сандакова. Денис Чудинов с шайбой. Вновь Сандаков. Ищет партнера. Чудинов. Не проходит передача. И на выброс играет Нечаев. И не прошла шайба. Так, остается шайба в зонке. Плахин с шайбой. Никита Дружинин сближается. Гол! Гол! То, что просили, да, вот трибуны активно просили шайбу. И хоккеисты. И в третий раз команда города Якутска сравнивает счет. Да, Никита Дружинин становится автором третьей шайбы команды Якутска. Команда Мирнинского района играет в полном составе. Ну и посмотрим на повторе. Толкает Дениса. И нет, чистый гол. Он не блокировал вратаря. Просят видеопросмотр посмотреть. Судья говорит, что был отложенный штраф. Я так понимаю, вот по жестам. За толчок в спину вратарем. Отложенный штраф, дали доиграть и... Так, ну и по всей видимости сейчас один игрок мирнинской команды покинет, да, площадку? Нет, удаления не должно быть. Отложенный штраф, поднятая рука, гол забит, и удаления нет. Ну вот у нас на повторе прекрасно видно, когда Чудинова атаковали, и тут же... Если был отложенный штраф, игрок, который был удален, должен назад занять место на скамейке. Да, гол засчитан. И 5 на 5. Нет, правильно, все. 4 игроков остается, так как был отложенный штраф. Гол забит. Ну что ж, 2 минуты Якутск будет играть в большинстве. Шайбу забросил. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. 3-3. Исхаков. Руслан Исхаков входит в зону. Тяжело будет борта, но теряет, да. Выбрасывает шайбу, и Нечаев Сергей устремляется к шайбе. Опасно. Отыгрывает на Дроздова. Эдуард держит шайбу. Опасная ситуация. Третьяков, Тумигин. Не прошла. Прошла, вернее, передача. Не ожидал ее Василий шайбой. Дроздов.
Сближается и опасно. Но здесь посвежее Михаил Тумигин. Он быстрее успел к шайбе. Василий Ферослав входит в зону, ищет партнера. Чудинов. Чудинов. Тумигин. И шайба на пятаке. Бросок. Цикунов Вадим бросает. Отскок. И 12 секунд остается. Раскатывается Денис. Входит в зону. Вне игры. Половина периода сыграна. Шайба у Дружинина. Никита входит в зону, пробрасывает на Сандакова. Бросок, отскок шайбы. Яков с шайбой, бросок с неудобной. Так, потеряли шайбу. Выходит команда Мирного в зону. Входят Якутска. Продолжают атаку. Подустали игроки обеих команд. Прям заметно не успели поменяться. Длинную смену сыграли. Не удается выбросить шайбу. И вот шайба Перехват. у Якова. И 1-0 Здорово. выходит Цикунов Вадим. И исполняет. Есть. Гол. 4-3. Якутск выходит вперед. Все-таки выходит вперед. Выходит вперед впервые в этой встрече. Ну и здорово исполнил Вадим Цикунов, да? Да. Показал вправо, ушел влево. Вадим Цикунов родился в городе Якутске как раз в тот год, когда был открыт Ледовый дворец. И через 5 лет пришел на хоккей в 2001 году. И свое мастерство оттачивал в Якутске, после чего в возрасте 13 лет переехал в ДЮСШ Металлург Новокузнецк, где успешно до выпуска школы отучился и играл за команду Металлург Новокузнецк и Вымпел Междуреченск. Так, что-то тут заварушка началась какая-то. Михаил Тумигин с Ватолиным Александром. Удаление не последовало. Небольшая стычка и продолжается игра. Первая пятерка Якутска и первое звено Мирнинского района. И опасно Ватолин темп выдержать, потому что очень много сил уходит. Отбивает Нечаев Сергей, оказывается, или Ватолин Александр. И они опасные моменты создавали в эти моменты как раз. До конца второго периода 7 минут 42 секунды. Вот болельщики принесли барабан командный Полярных Волков. Опасно у борта Сандаков. Цикунов с шайбой. Чуть больше 7 минут Есть остается. на Якова. Яков обратно дает. Чудинова. Длинная передача. Проброс.
И вбрасывание в зоне команды сборной Якутска. Вторая пятерка Мирного на льду. Дают отдохнуть лидерам своим. Третьяков. Третьяков Сергей. Передача по борту на Дружинина. Дружинин шайбой. И бросок. На добивание. Второй раз попал в ловушку. Хорошо выглядит Белов Никита в воротах команды Мирнинского района. Вот смотрим повтор. Бросок с кистей. Отскок шайбы. И на добивание гол. Да, упрочила преимущество команда Якутска. Счет становится 5-3. Руслан Исхаков забивает шайбу. Поздравления принимает 5-й номер сборной команды Якутска. Ну что ж. А нам остается посмотреть повтор. И тут вбрасывание. Отыгрывает на Руслана. И сразу же щелчок. И шайба влетает в ворота. Смотрим повтор с другого ракурса. Хорошо сыграл Михаил Чудинов. Он создавал помехи вратарю. И передача на Васильева. Не успевает Третьяков. Первая пятерка Якутска и первое звено Мирнинского района на льду. Шайбу выбрасывают в среднюю зону. Начинают атаку хоккеисты города Якутска. Вбрасывают в зону шайбочку. Сандаков устремляется к шайбе. Дмитрий Наместников пытался выбросить шайбу в закругление. Передача не получилась. Шайба у Дружинина. Держит шайбу Никита, но его поджали. Отыграл на Сандакова. Дроздов ищет партнера. И шайба с отскока вылетает из зоны. Сандаков шайбой. Дает смениться партнером или нет? Раскатиться дает. Скорее всего. Цикунов входит в зону. Ищет партнера. Сам бросает. Неплохо Опасно. получилось. Бросание в средней зоне. И остается играть 5 минут и 10 секунд. Вбрасывание. Чудинов отыграл на Плахина. Плахин на Чудинова. Сандакову. Якову пришло в конек шайбочка. И вот И- опасно. Яков пытался забить с неудобной стороны. Белов Никита на месте. Смена в обеих командах. Первые звенья на льду. И вбрасывание в зоне мирнинской команды. Михаил Тумигин борется. Жестко попадает под силовой прием. Нечаев Сергей на противоходе поймал его.
Перехват. Перехват и мощный Бросок. удар. И повтор. И шайба. Нет, не залетела в ворота. Активно добивали. Не зашла. Ворота сдвинули. Вадим. Так, Вадим. Попов играет с травмой. Он еще в позапрошлом году получил серьезную травму на игре в городе Удачном, когда они разыгрывали право участия в спартакиаде. И с тех пор жалуется на спину все время. Сегодня играет тоже на уколах. Сейчас неудачно упал, и болевые ощущения повторились. Так, шайба у Ватолина. Нет, ошибаюсь, 87-й шайбой был. Так, хорошо поборолся Третьяков. И бросок по воротам. Ватолин шайбой набрасывает на ворота. Тумигин, длинная передача на Цикунова. Вадим в зоне. Царегородцев пытается его встретить. Активно проводят последние минуты команда города Якутска. Вот как здорово разыграли, но Белов 3 минуты 38 секунд до конца сыграл выше всяких похвал. второго периода. Вбрасывание выигрывают столичные хоккеисты. Вадим Цикунов борется за шайбу. Потеряли. Паутов Владимир шайбой. Ищет партнера. Длинная передача. И хорошо обыграл Семенов Дмитрий. И мощный бросок нанес по воротам. Напомню, Дмитрию 18 лет. Он воспитанник школы Мирнинского города Мирный. Тренером у него был и остается Павел Пятаков, который, к сожалению, застудил седалищный нерв, и поэтому И ой, как здорово! какой гол забивает Денис Чудинов. Защитник сборной города Якутска подключился к атаке, прошел и уложил вратаря и забросил шайбу в ворота. И счет становится 6-3. 6-3, да. Какую же все-таки красивую шайбу провел Денис Чудинов. Смотрим повтор. Денис прорывается между двух защитников и, еле касаясь, направляет ее через щиток вратаря. Вот смотрим повтор. Над щиточком проходит и от штанги закатываются ворота. Красивая шайба. Нечаев Сергей. Ну что, 6-3. Это хороший задел. Начинаю тут за кадром, сейчас начал фалить. Ох, травмирует Эдуарда Дроздова, но он продолжает играть. Василий Ярослав шайбой. Передача на... Нет, не прошла передача. Сейчас передача на Сандакова. Яков прорывается. Цикунов Вадим. И будет... Да, кажется. Долгая смена была. Игрокам тяжело. 47 секунд. Полный стадион. Ныне точный бросок. 29 секунд.
Передача на Дмитрия Наместникова не проходит. Проброс. 19,5 секунд до конца. Второго периода. Выбрасывание в зоне мирнинской команды. Десять секунд. По футбольному Да. принял шайбу Денис. Не было времени, потому что на обработку, и он принял такое решение. Время закончилось, чуть-чуть не хватило, да? Сейчас болевая ситуация сложилась. Так, ну мы посмотрим повторы самых интересных моментов. Вот летит шайба, и Денис сходу ногой отправляет ее. Можно отметить то, что Денис является действующим чемпионом республики по хоккею и действующим чемпионом республики по футболу. И 2 года подряд становился лучшим нападающим республики по футболу именно в составе команды «Союз Авто». Хорошее достижение, действительно. Вообще, конечно, Денис нападающий, да, но в связи с тем, что сейчас дефицит защитников, он спокойно, уверенно играет в защите всегда. И даже подключаясь к атакам, забивает шайбы. Вот показана вот эта шайба обидная, которую забили после свистка. Судья свистнул сначала, да, и в момент свистка шайба вывалилась, и он ее все-таки засчитал. Сейчас судью мы увидим, он закатывается и показывает гол уже, хотя свисток был раньше. Мощный щелчок. Вот, пожалуйста. Вот, поднял руку, отложенный штраф, и залетает шайба в этот момент. Хороший бросок. И вот какой выход 1 на 1. И какое исполнение. Да, Вадим. За Вадима всегда приходит болеть его отец. А сегодня я думаю, что вся семья здесь в сборе. И мама, и папа, и сестра. И, скорее всего, даже бабушка с дедушкой пришли. Вот он, гол Руслана Исхакова. Расстрелял тут Руслан. Хорошая была возможность, а тут Белов, конечно же, здорово сыграл. И увидимся ровно через 12 минут. А с Якутии сюда, в Нижний Вестях. Нижний Вестях претендует на статус города. И все это за одни выходные. Круто! Мигино-Кангаласский район. Это место для тех, кто не любит терять время. Все, приплыли. Позади остался Якутск. Впереди теперь дорога в Нижний Вестях. Я на земле мегинцев. Вот она, столица Мигино-Кангаласского района, поселок Нижний Вестях. Основан он был в 20-х годах прошлого столетия как такой транспортный узел, который связывал Якутск и заречные районы.
машин. Все потому, что здесь пересекаются дороги, соединяющие Якутию с Транссибирской магистралью, Баумом и Магаданской областью. Дальнобойщики везут товары, жизнь кипит. Магазины, 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 не сосчитать. Говорят, что сюда приезжают специально из Якутска, чтобы затариться продуктами. Цены ниже. Торговые центры стоят чуть ли не на каждом углу, всевозможных цветов и форм. Не сказать, что поселок это сильно украшает, но приезжих явно привлекает. Ой, я открыла бразильский орех. Смотришь по сторонам и понимаешь, что жизнь здесь идет, даже бежит. Что-то постоянно строится, открываются торговые центры, вкладываются деньги. Говорят, Бестях должен стать крупным транспортным узлом Якутии и разрастись до статуса города. Конечно, благодаря открытию железнодорожной станции, которая вроде и есть, и нет. Такое ощущение, что эту дорогу строили полвека. Теперь столько же будут запускать. Вот это здание! Жалко, людей нет. Эх, мне бы билетик до Нирингри. Хоть Мегино-Кангаласский самый маленький район, но также считается одним из самых сельскохозяйственных. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас продается? Конина, ребятина копченая. В год в цехе перерабатывают 35 тонн мяса. С ума сойти. Помимо жеребятины здесь делают пельмени, всякие мясные рулеты, розочки, кровяную колбасу и другие национальные блюда. А вот и жеребятинка. Начало процесса копчения. Отбираем самые хорошие куски. Оно уже сейчас уже просоленное, уже готовое. Просто сейчас обвязываем и вниз спускаем. После рассола мясо попадает в коптильню. Ух ты, все готово, да? Да, готово. Достаем, да? Опа. Какая красота, слушайте. Очень вкусно. Я не ожидала. Я на самом деле жеребятину-то не очень. Как-то я вот что-то с ней не подружилась. Уйти отсюда без покупок просто невозможно. Тяжело, конечно. Зато сколько вкусных сувениров. Ах. Еще один сюрприз. В Нижнем Бестяхе есть грязелечебница. Люди сюда приезжают на санаторное лечение. Можно сказать, курорт республиканского масштаба. А грязь берут со знаменитого соленого озера Абалах, которое располагается недалеко, рядом с Табагой. У нас содержит различные микро-, макроэлементы, также биосостав есть. Некоторые... Нет, вы мне скажите, я молодой стану, красивой, подтянутой? Да, конечно, станет. Спасибо. Значит, В моем распоряжении 3 ванны. Ванная номер 1 – жемчужная, подтягивает кожу. это правда. Ванная номер 2 – хвойная, снимает стресс. Стресс снялся, нет? Пока не видно. Ванная номер 3 – тропная, или другими словами, волшебная. Лечит все. Ноги перестали слушаться. Усталость. Все это иловая грязь озера Абалах. Она оказывает противовоспалительное, даже обезболивающее и релаксирующее действие. Болельщик лечит много, в особенности заболевания опорно-двигательного аппарата. Говорят, многих на ноги поднимает, еще и нервы лечит. Хотя расслабиться, лежа в куче грязи, хоть и лечебной, сложно. Все-таки Мегино-Кангаласский очень компактный район. Я сейчас еду в Павловск. Говорят, там спрятано золото купцов.
Павловск – это село, основанное в 1850 году староверами. Это такое религиозное течение, появившееся в 17 веке. Церковная реформа Никона разбила православную веру на две части – приверженцы новых обрядов и старых. Последние подверглись суровому гонению. Многих даже сжигали за свои взгляды, а многих ссылали в Сибирь, подальше от людей. Старообрядцы из Павловска когда-то были одними из самых богатых людей в Якутии. О купцах-миллионерах Кушнаревых сегодня знают немногие. Петр Апексимович владел магазинами в Москве, Иркутске, Томске, Охотске, Аяне, Алепинске, Витиме. Торговал продуктами, одеждой, мехами, строительными материалами. Поставлял на золотые прииски скот, мясо, масло и рыбу. В Павловске сохранился уникальный семейный склеп Кушнаревых. Говорят, это чуть ли не единственный склеп староверов, сохранившийся до наших дней на всем Дальнем Востоке. По вот этим могильным плитам можно определить, когда эту часовню воздвигли. Где-то в конце 19 века. Попадая внутрь, испытываешь смешанные чувства. Все-таки это семейный склеп, а не туристический объект. Место, пропитанное горем людей, ушедших еще в 19 веке. Пробирает до дрожи. Вот здесь находится могила Апексима Михайловича Кушнарева. Именно он и начал наживать это богатство. Его сын Петр Апексимович с началом революции бежал в Китай. Дальше Кушнаревы перебрались в Америку. Но перед этим он успел спрятать в Павловский клад. Вот так. Кажется, вот этот дом. В 1985 году здесь собака отрыла настоящий клад. Говорят, клад самого Петра Апексимовича Кушнарева. Может, что-нибудь еще осталось? Всего было найдено 377 пятирублевых золотых монет в банке. Лопату мне, лопату! Опа! Отчеканенных в 1897 году. Для сна я выбрала гостиницу «Уранхай» в самом центре Бестяха. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела... Внимание. Ну что ж, мы возвращаемся на площадку Ледового дворца Лейботор, где сейчас начнется третий период матча между сборными Якутска и Мирнинского района. Первый период у нас завершился со счетом 2-2, и второй отрезок игры завершился с итогом 6-3 в пользу команды Якутска. Ранее вот на старте игры вперед выходили у нас мирнинцы. Ну и Якутск наконец-то смог сравнять счет и выйти вперед и упрочить свое преимущество. Сейчас вот преимущество в 3 шайбы. Вот мы видим взятие ворот, которые у нас состоялись во втором периоде. Много у нас борьбы, много, есть и даже спорные моменты. Воспользовались и видеоповторами. Много эмоций. Действительно, ведь все-таки у нас оспаривается золото чемпионата. Напомню, что у нас выявление победителей и призеров проходит по круговой системе. И это заключительный матч чемпионата, победитель которого зайдет на первую ступень пьедестала почета. Ну и Владимир Тагирович, вот, если резюмировать вот, второй период, что можем сказать? Ну, такое ощущение, что игроки Мирного устали просто физически, да, и поэтому темп игры сбавили, а игроки Якутска, наоборот, выдержали этот темп, и вот результат, сыграли поактивней. На крупным планом показали судью соревнований. Напомним, Андрей Чернышов приехал
специально для судейства чемпионата первой лиги из города Новосибирск. Входит в ассоциацию коллегии судей Сибири и Дальнего Востока. Судит матчи ВХЛ и МХЛ и юниорской хоккейной лиги. На льду у нас работают действительно квалифицированные специалисты. Тем более, когда идет такая вот игра, полная борьбы, опасных моментов, конечно же, взять и ворот. Да, и лайцманы тоже опытные. Илья Николаевич приехал к нам с Омска работать тренером, но там проходил судейскую практику тоже. И на всех чемпионатах вместе с Евгением они у меня судят в качестве главных судей, лайцманов. Все проходящие чемпионаты и первенства. Ну что ж, начали мы третий период с разговора о темпе. Посмотрим, на каких скоростях у нас пройдет матч в третьем отрезке. В предыдущей встрече у нас был выявлен бронзовый призер. Им стала сборная Нерюнгринского района со счетом 8-3, одолевшая команду Якбор. Якбор у нас таким образом занимает последнее место в первой лиге. И в скором времени встретится с победителем второй лиги, с командой Хангаласского района. В матче, по итогам которого будет выявлен участник первой лиги следующего сезона. В атаке мирнинские хоккеисты. Хороший перехват. И сейчас Якутск пойдет вперед. Яков Сандаков с шайбой. Ходит по правому флангу. Пробрасывает шайбу в угол площадки. И шайба у Цукунова Вадима. Вадим ищет партнеров. Теряет шайбу. Яков Сандаков с шайбой. Чудинов. Дает замениться Ярослав Васильев своим партнером по команде. И потеряли шайбу. Ну, вот, Владимир Тагирович, вы отметили то, что наблюдается некая усталость, да, в составе вот мирнинских хоккеистов. Вот, как они смогут сейчас в третьем периоде попытаться переломить ход встречи? За счет каких компонентов игры, по вашему мнению? Сейчас посмотрим, пока вот незаметно, но если включатся, если успели отдохнуть, то думаю, что они мастеровитые, я еще раз повторюсь, да, очень опытные игроки. Сергей Нечаев несколько игр сыграл в континентальной хоккейной лиге, потом продолжил свою карьеру в высшей хоккейной лиге в Казахстане. И сейчас третий год живет в Удачном и работает на хоккейном корте города Удачный. Хороший момент. Прошел Руслан. Сегодня активно работают защитники, да, подключаются к атаке очень активно. И Руслан Исхаков, и Денис Чудинов отметились забитыми шайбами. Исхаков на ваших телеэкранах. Капитан команды, а в жизни директор якутской ГРЭС. Но в свободное время тренировки проходят поздно. После работы он приходит. 2 раза в неделю тренируется. Тогда, конечно, есть время, если не загружен работой. Вообще игроки, представленные Мирнинским районом, в основном работники все акционерной компании «Алроса». И так или иначе они связаны с «Алросой». И кто-то работает горняками, кто-то работает просто в структурных подразделениях, но все работники «Алроса» и командированы сюда как раз компания «Алроса». А команда города Якутска, конечно, тут более разнообразная география.
Есть студенты, есть работники школы по хоккею, есть работники энергетики. Ярослав с шайбой, бросок, штанга. С добивания тоже не получилось. Да, добивание. Вот Наместников Дмитрий шайбой. Капитан команды отыгрывает в угол. Жестко играет. Ой-ой-ой. Как некрасиво действуют игроки Мирного. Уже игрока нет шайбы, но все равно продолжают его атаковать. Самое опасное вот в этих ситуациях травму можно получить. Уже, в принципе, не видно, что борются пытаются забить гол, да, пытаются как будто покалечить игроков. И это не есть хорошо. Вот Третьяков. И бросок. Так, что тут у нас? Шайбу зажал защитник. Наказание не последовало. Успели команды отыграть практически 5 минут в третьем периоде. Якутск по-прежнему впереди, 6-3. Второе звено Мирного на льду. И у Якутска тоже вторая пятерка. Ой-ой-ой, запутался в клюшке в чужой. Яков. Судья не посчитал, что это нарушение правил. Игра продолжается. Яков борется за шайбу. И пошли вперед мирнинцы. И бросок. Добивание. Оставили на пятаке одного игрока команды Мирной. И 77-й номер был на площадке сейчас на пятачке. Сергей Коваленко. Сергей Коваленко. Совершенно один, да, оказался? Да, вообще. Перед воротами. Ну и Генрих Рыданных выручил. И пошли вперед. Третьяков. Третьяков и... Нет. Ой-ой-ой. Толчок в спину. Жестко. Юрий Туренко. Извиняется, подъезжает Юра. Я только хотел сказать, что Юра вышел первую смену в этой игре. Прошлую игру пропустил. Туренко Юрий. Туренко Юрий. 68 номер. Сменили игровые майки игроки, поэтому чуть-чуть несовпадение у нас, несовпадение с заявками, заявкой, да. Ну что ж, и Юрий Туренко так, заминка. Так, вторая пятерка на льду. У Якутска первое звено. А что, удаление было, да? Удаление, да. Удаление Юрий Туренко. Удален на 2 минуты. Судья не меняет свое решение. Нечаев Сергей. на правах капитана Нет, его побеседовал с судьей. Нет, его тоже удалили, что ли? Да, тоже, как видим. Да, удален. И сейчас услышим комментатора трактовку удаления. Но игроки играют, игроки Мирного играют вчетвером. Бросок.
Ой, какой бросок. И ворота сдвинуты. Очень напряженные игры. Лед под воротами не выдерживает, да. От ударов ломается края. Каждую игру залечивают его. Но опять ломают. Шайба хоккеисты Дружинин набрасывает Якутска на и пятак. Поправлял Яков шайбочку. Яков, напомню, Сандаков Яков, старший тренер республики по юношам и девушкам. и И потеря. вот ошибка. Дружинин Никита ошибается. Бросок здорово действует. Генрих. Шайба у Плахина. Передача на Цыкунова. Вадим входит в зону. Ищет партнера. Увозит шайбу в угол площадки. Так, сели. Сейчас позиционно будет разыгрывать. Пытаться найти слабое место. И бросок. Вот сейчас набрасывает над воротами. 50 секунд остается мирного Шайба играть у в меньшинстве. Сушакова. Дружинин шайбой. Цыкунов. И будет бросок, наверное, я думаю. Нет. И перехватывает передачу. 37 секунд играть в большинстве. И какая хорошая передача. И И четко вновь. играет. И будет удаление. Искаков Руслан удален. В недоумении за что. Вроде бы сейчас на повторе мы увидим. Вроде он четко сыграл. Просто остановил игрока, прижав к борту. Будет повтор? Да, повтор есть. А, нет, ушло не с той камеры, она показывает. Но вот бросок. И уже поднята рука судьи. Так. В равных составах сейчас играют, но 21 секунду. Ну и отметим безупречное действие, да, Генриха Рыданных. Да, хорошо сейчас взял. Все понятно. Туренко, видимо, опять получил очередной матч-штраф за такую грубость, да, за толчок соперника. Поэтому его наказание двухминутное сейчас отсиживает капитан команды. И вот он уже вышел в игру сейчас. В атаке мирнинцы. Опасно может получиться бросок. Хочется отметить вот Третьякова Сергея. Наверное, зрители замечают его выправку такую армейскую. Сергей служил в роте почетного караула Кремлевской. Поэтому даже на льду смотрится таким подтянутым. Вот сейчас мы видим его 12 номер. Вот такие интересные люди у нас принимают участие в нашем хоккейном турнире. На отброс играют сейчас. Удалены. Удален у нас Руслан Искаков, капитан команды. Минута остается до его выхода. Сергей Нечаев бросает шайбу в зону. Так, Денис опять футбольным приемом пытался выбросить шайбу. И Никита Дружинин в борьбе. В атаке мирнинский коллектив. Бросок. Генрих вновь вступает в игру. Шайба вышла. Через 15 секунд Якут будет в полном составе. Хорошая передача. И Эдуард Дроздов встретил сейчас 55-го номера. Ватолина Александра. В пределах правил.
Нечаев Сергей. Блокирует его Василий Ярослав. Отбрасывает шайбу. Бросок. Что-то все игроки Мирного, особенно первое звено, обозлились на Михаила Тумигина, который спокойно играет, никого не трогает. Они прям охотятся за ним. Вот сейчас только что Наместников Дмитрий пытался размазать его по борту, да. Михаил его вовремя увидел, ушел от столкновения, но часть корпуса все равно попала под машину, как говорится. Весовые категории тоже разные. Эдуард Дроздов бросает шайбу в зону. Все грязнее и грязнее начинают играть мирнинцы. Проброс. Команда Якутска играет в полном составе. И до конца третьего периода чуть-чуть меньше 10 минут. Вбрасывание будет в зоне мирнинской команды. Вбрасывание. Очень техничный игрок Яков Сандаков. Смотрите, до последнего уже падая, все равно удержал на кончике клюшки шайбу, устоял на ногах и продолжил играть. Сейчас опять шайба, отыгрывает на Вадима Цикунова за ворота. Вадим попадает между двух защитников, теряет, но удается удержать шайбу. Вот и жестко попадает под силовой. Вот я говорю, вот эта вся опасность разбивает, по-моему, лицо, но встает. Губу повредили. Да, прилично досталось в этом эпизоде. Да. Не видел, боролся с одним соперником, и тут у него летел еще один, как говорится, да. Первые пятерки на льду. Шайба у Сергея Нечаева. Бросает в зону закругления. И Дмитрий Наместников был первым и борется за шайбу. Так, Эдуард Дроздов. Васильев. И Михаил Тумигин пытался выбросить, не смог. Ну и гол. Высоко поднятой клюшкой не засчитывается. Шайба сразу показал судья, что высоко поднятой клюшкой было сыграно. Ну и не спорят, соответственно, игроки. Сейчас на повторе мы это увидим. Ну и аплодисментами сразу встретили это решение, да, столичные хоккеисты. Ну и болельщики тоже, то, что справедливо. Поблагодарили за внимательность в этом эпизоде. Ну, давайте посмотрим, как все это было. Вот, набрасывает, и здесь не видно сейчас другого ракурса. Вот. И вот. Да. По правилам у нас не выше... Да, ворот. Да, ворот должна клюшка находиться. Ну, или не выше плеча, но да, не выше ворот он поднял. Высоко сыграл. Шайба не засчитана. 8 минут 27 секунд до конца третьего периода. Счет по-прежнему 6-3. Ну, ворота и бортик в хоккее одинаковые, 1,22 м высота. Но ворота, если бортики иногда чуть-чуть становятся ниже в связи с тем, что лед нарастает, то ворота всегда одной высоты. Шайба у Дружинина Никиты. Никита входит, бросает и с отскока добивать пытается Цикунов Вадим. Отбрасывает на пятак. Хорошо! И наконец-то забросил свою долгожданную шайбу Сандаков Яков. Долго он не мог отметиться в этой игре. Старался, и вот результат. Открылся правильно. Здорово, здорово разыграли хоккеисты сборной команды Якутска. И счет становится 7-3. Ну что ж,
Приличное преимущество за 8 минут до Да, конца. 4 шайбы, смотрим повтор, бросок. Шайба отскакивает, ее подбирает Вадим Цикунов. Отыгрывает за воротами на пятачок. И тут Яков Сандаков замыкает штангу и точным броском вратарь не успел переместиться. И Яков уверенно вложил ее в ворота. Ну что ж, 7-3. Поздравления принимает нас Яков Сандаков. Остановка. Оспаривает заброшенную шайбу. Видеопросмотр смотрит. Был видеопросмотр шайбы. Ну, говорят, что двинутые ворота были. Но да, в центре сбрасывания. Ну, на самом деле запись сохранится. И я думаю, что игроки Мирного посмотрят и убедятся в том, что действительно шайба была. Так, вбрасывание выигрывают хоккеисты Якутска. Благодарим заранее, конечно, мы от Федерации хоккея, от школы, от Ледового дворца Элей Ботур, телекомпанию Якутия-24, которые предоставили вот эту возможность зрителям телеканала посмотреть хоккей и осуществить вот видеопросмотры как раз вот эти. Потому что бывают такие вопросы спорные, да, которые без видеопросмотра решить нельзя. Благодаря съемке нашей сейчас судья пользуется видеопросмотром. Опасно и поднята рука. Принял ниже пояса. Ну, игрок и так низкий, да, и он подсел еще под игрока. В бедро, получается, поймал. А это запрещенный прием. И удаление. Удаление. Дмитрий Семенов отправляется на скамейку штрафников, пытается оспорить. Да, ну в бедро попал, тут никак не оспорить. Если бы он в район таза, да, там пришелся, а то ниже пояса, как говорится, да. И вот, смотрим просмотр. Подкатился и попал, да, в бедро. Очень жестко было сыграно. 2 минуты мирнинский коллектив проведет в меньшинстве. До конца третьего периода, напоминаю, чуть больше 7 минут. Якут сейчас будет позиционно атаковать. И вот еще раз можно отметить то, что правильное решение Федерации хоккея в приглашении нейтрального судьи, опытного, потому что никаких нареканий не возникает. Судья не заинтересован. Тем более вот Андрей Чернышов отметил, что игроков как раз Удачного и Мирнинского района он знает всех. Они все играли как раз в регионе Сибирь, Дальний Восток. Он со всеми с ними знаком. И я думаю, что он даже не пытается ни в ту, ни в другую сторону засуживать кого-то. Игра нормальная, чистая. Даже вот игроки Якутска, кстати, жалуются больше, что много пропускает нарушений. И сегодня Якбор тоже высказывал свое мнение, но... Ну вот сейчас как раз Сандаков падал, да? Судья показал, что нарушения правил в этом эпизоде не было. Кистевой ищет партнера. Дроздов. И бросок. Наброс. Отскок. И нет, не получилось. Так, Василий Ярослав. Опять игра через Дроздова Эдуарда. Эдик шайбой. Эдуард тоже уроженец города Якутска. Занимался с 4 лет хоккеем. Под моим чутким воспитанием был. Я у него был тренером. И после спартакиады учащихся Эдуард в 2013 году уехал в Омский «Авангард», где играл за спортшколу. Спортшколу закончил, не получилось заключить контракт с молодежной лигой, и Эдик принял решение продолжить учебу. Поступил в физкультурный колледж и сейчас учится в Омске, в спортивном колледже.
Какой сейф в исполнении Генриха. Трибуны аплодируют. Действительно, очень уверенно поймал эту шайбу Генрих Рыданных. Но сегодня не удалось удержать зрителей нам, да. Если в прошлые дни мы сдерживали натиск, как говорится, чтобы не мешали камерам, то сегодня зрителей очень много, и места на трибунах просто не хватило, поэтому пришлось первую линию стоячих мест заполнить тоже. И грамотно, удачно отбивает Генрих. 4:23 до конца третьего периода. Счет встречи 7-3. Вбрасывание в зоне города Якутска. Итак, смотрим. Вбрасывание выигрывают мирнинцы. Бросок следует. Не точно. Продолжается атака мирнинской команды. И проброс. Четыре минуты остается до конца третьего периода. И мирнинская команда старается отыграться. И удаление. Сандаков Яков удален. За что, говорит? Но отправился. Ну и сейчас арбитр Андрей Плахин тоже высказывался в его сторону. Перед этим Сергей Нечаев жестко, не владеющего шайбой, принял Андрея Плахина. Андрей упал. И вот сейчас... Ну, тут, конечно, удаление. Все равно в спину атаковал, конечно. Но просто они ему говорят, что не видит нарушений в сторону Якутска. Выбрасывает шайбу. Да, сейчас почему-то рванули все нападения. Защитник Руслан. и бросок. И хорошо взял шайбу. Вот сейчас Эдик как раз говорит Руслану: ты что уехал вперед, говорит, мы вчетвером играем. Смена в команде Якутска. В защите два игрока Чудинов и Плахин, и два нападающих Цикунов и Дружинин. Отмечу, что оба защитника нашей команды играют в нападении. Просто вот из-за нехватки защитников и Плахин, и Чудинов. И отлично справились. Денис сыграл рукой, и контратака. Вадим не смог протащить шайбу. И удерживает. И сейчас будет силовой прием. Пропустил удар в спину. Выбросили шайбочку. Сейчас спокойно на отброс сыграли. Опять первая четверочка на льду у нас. Васильев, Третьяков, Чудинов и Исхаков. Денис не успел смениться. 2 минуты 9. 2
2 минуты 5 секунд до конца. И через 28 секунд Якутск будет играть в полном составе. Вбрасывание в зоне мирнинской команды. Тредяков Сергей в игре. Дроздов Эдуард выбрасывает зону соперников, и не бегут туда у нас особо игроки. Вот прессинговать пытается Ярослав Васильев. На самом деле не дает раскатиться игрокам, чтобы первого паса не было. Так, Паутов Владимир с шайбой. Якутск в полном составе. Бросок. Отыгрывают на пятачок. И клюшкой получает игрок нашей команды города Якутска Эдуард Дроздов. И за игру высоко поднятой клюшкой наказан 71 номер Денис Соловьев. Денис Соловьев. Показывает, что он наклонился, типа я ему в наклоне ударил, но удар, Можно сказать, до конца встречи, если не будет. Заброшена шайба, да. Минута 23 до конца третьего периода. Якутск очень близок к тому, чтобы стать в очередной раз победителями в основное время. Это, с 2010 года команда Якутска не проигрывает чемпионаты. 10-й, 11-й. Так, шестой чемпионат уже, и с 2010 года два раза становились победителями спартакиады. В год спартакиады чемпионат республики не проводился, поэтому нет, не было гола. С обратной стороны шайба прошла. 28 секунд до конца. Нечаев атакует. Ну, мало бросков. Он успевал восстановиться и подготовиться к броску. Не так активно, да, в третьем периоде игроки Мирного. Ну и последние 10 секунд этой встречи. Нечаев борется до последнего и... Ну и отсчитывают трибуны. И да, сборная команда города Якутска становится шлема и каски. Якутск чемпион. Да, Якутск чемпион. Благодарим телекомпанию Якутия-24 за предоставленную возможность показать игры чемпионата республики. Напомню, что это было впервые такая трансляция за всю историю проведения чемпионатов. В этом году 15-й чемпионат по счету уже проходил в новой истории, так сказать. Начиная с 96-го года, как открылся Ледовый дворец, мы возобновили проведение чемпионатов. Победой Якутск! И через 20 минут, 18 часов, состоится торжественное закрытие чемпионата, награждение в двух лигах. Напомним, во второй лиге чемпионами стали команда Хангаласского района, второе место заняла команда Усть-Алдана, третье место Мегино Кангаласского района. И в
первой лиги чемпионы город Якутск, второе место Мирнинский район. Якутска забила 37 шайб, пропустила при этом 11. Впечатляющий показатель, согласитесь. Да. Вот, хоккеисты благодарят зрителей. Гена довольный. Генрих Рыданных на ваших телеэкранах. Команда Мирнинского района тоже благодарит всех зрителей. Сейчас стали на фотографирование. Не только третьего периода, но и предыдущих двух. Интересная встреча у нас с вами прошла, дорогие друзья. Первый период, напомню, завершился со счетом 2-2. У нас в начале, в старте у нас всегда выходили вперед хоккеисты из Мирнинского района. И потом, наконец-то, столичные хоккеисты сами вышли вперед и потихо, вот помаленечку начали укреплять преимущество. Вот мы видим взятие ворот, которые проводят мирнинские хоккеисты. А вот это шайба красавица в исполнении Васильева. Да, вот любят в интернете делать различного рода вот топы, так называемые. Да, я думаю, любой из них можно смело включать вот шайбу, проведенную Васильевым. Это один из многих сейвов Генриха Рыданных. Сегодня хорошую встречу провел вратарь Якутска. Ну, в этом эпизоде, конечно, немножко не повезло. От своего игрока шайба все-таки предательски закатил сборной команды Якутска. Затем сразу же залетает шайба с дальней дистанции. Это тоже, кстати, очень красивая шайба, которую провел Вадим Цикунов. Убежал на скорости, показал в одну сторону, убрал в другую и закатил уже в пустые ворота. Второй период у нас завершился со счетом 6-3. Якутск вышел вперед и начал увеличивать преимущество, проводя раз за разом результативные атаки. Но, тем не менее, игра прошла очень напряженная. Было очень много борьбы, были эмоции, и споры, и небольшие стычки у нас, конечно же, это все-таки хоккей. Мирнинский район старался идти вперед, но, как мы уже отмечали, немножко подустал, видимо, коллектив. Именно за счет темпа сборная команда Якутска смогла выиграть. Эта шайба у нас не была засчитана, так как игрок мирнинской команды играл высоко поднятой клюшкой в этом эпизоде. Но вот долгожданная шайба Якова Сандакова после отличной передачи Вадима Цикунова, если я правильно помню. Да, так и есть, Вадим Цикунов. Дорогие друзья, перед тем, как попрощаться, давайте еще раз напомним. У нас первое место занимает команда Якутска. Набирает она 9 очков, побеждает во всех 3 играх и занимает первое место. На втором месте соревнования завершает команда Мирнинского района в ее активе 6 очков. На третьем месте Ниренгринская команда 3 очка. И на последнем месте у нас команда Якбор в ее активе 0 очков. И таким образом в скором времени Якбор встретится с командой Хангаласского района, чтобы оспорить путевку в первую лигу на следующий сезон. Таким получился у нас чемпионат по хоккею. Еще раз поздравляем всех участников. Ну и, конечно же, поздравляем сборную команду Якутска с чемпионским титулом. С вами на протяжении этих дней работали у микрофона мы, я Власий Сергеев, и директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисамуддинов. Ну что ж, дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.